Вот осетино-ингушскому конфликту. Осетины со времен Царской империи всегда были пятой колонной российского империализма на Кавказе. Но мне кажется, что осетины бы, если бы присутствовали в этом зале, обиделись бы на вас. Они себя, во-первых, пятой колонной не считают, и у них нет таких глобальных замыслов, какие вы им приписываете. Максим, есть эти замыслы. Осетины себя называют опорой России на Кавказе, и это очень любят в Осетии повторять. Что касается осетино-ингушского конфликта, это был, конечно, политически манипулированный конфликт. Он возник в ситуации распада, когда страна разрушалась. Я напомню, что там было 3 этапа. Первый этап – это беспорядки в Грузии, когда огромная масса осетинских беженцев хлынула из Грузии в Северную Осетию, создав критическую массу. Им негде было жить. О них никто не заботился. И их организовывали в криминальные группы. По той причине, что просто государство исчезло. Но мы Чечню отстроили. Если сейчас я вам быстро расскажу. Второй момент. Не бывает никаких национальных конфликтов. Второй момент. Вообще не бывает. Это разделение Чечено-Ингушской АССР, когда ингушей бросили без административных границ, без системы управления, без бюджета финансирования, без всего. Просто Москва договорилась с Дудаевым, Дудаев договорился, с Аушевым, вот назначили Аушева президентом фактически и сказали: живите здесь, ингуши. Но Владимир границы справа непонятно, границы слева непонятно. Я объясняю, в чем была причина. И вот эта вот масса беженцев, кударцев или чесанцев, южан в Северной Осетии, вот ингуши, потому что ингуши сказали: наши границы проходят посреди Владикавказа. Начались боестолкновения, в ходе которых ингуши потерпели поражение. Но в начале конфликта, могу сказать, что инициативны были обе стороны. Потом в это дело включились беженцы из Южной Осетии, вооруженные группировки. Да. И началась резня. Как всегда, виноват тот, кто проиграл. Но почему этот вопрос до сих пор решен? Но на самом деле это была Москва. Потому что российская армия тогда была брошена. В частности, было принято решение поддерживать осетин в том конфликте. И российские. Вы там были, Павел, я же знаю. И вы это прекрасно помните. Как российские подразделения, они заняли антиингушскую позицию в этой ситуации. Это же было 20 лет назад. И за 20 лет можно было уже этот конфликт решить.